Всем привет, мои дорогие! С вами сегодня Астарта Сантия Тара, и мы делаем расклад наши отношения, куда они идут. На период давайте сделаем его на... Сегодня у нас на 2 недельки. Это получается у нас с 13 января по 26 января. Я думаю, что на недельку это у нас такой маленький период. Давайте попробуем так. До этого делала на период на недельку. Сейчас попробуем на 2 недели. Может быть, так прогностика будет лучше проигрываться. Итак, как обычно, перед вами 3 варианта. Все мои последние новинки будут в описании к этому видео. Пожалуйста, полюбопытствуйте, посмотрите, все в вашем распоряжении. И, конечно, плейлисты на канале тоже все для вас. Итак, выбирайте, загадывайте, да, сосредоточьтесь, подумайте о том мужчине, да, который вам интересен. Думайте о нем и выбирайте свой вариант, какой: первый, второй или третий. Ваши отношения, куда они идут, мысли, чувства, действия и результат всего этого действия. Переходим к первому. Итак, первый вариант трактуем для вас и ваши отношения на 2 недельки с 13 января по 26 января. Итак, ваш сигнификатор — 8 кубков. Ну вот вы на протяжении всего этого периода будете в некой такой вот в неком таком состоянии грусти, тоски и одиночества. Такое ощущение, что у вас некий период, да, некий этап ваших отношений подошел к концу, и вам нужно как бы это принять и что ли переварить этот самый период, да, этот самый результат, который пришел в вашу жизнь. Это будет довольно-таки для вас, по крайней мере, да, нелегко. Нелегко, придется многое переосмыслить, передумать, проанализировать, чем вы будете заниматься. Но вот на душе, на сердце будет некая такая тяжесть, тоска, и даже у многих может проиграться и такая плаксивость. Ну, будет хотеться поплакать, побыть одной, вот как-то закрыться. В общем, вот, я думаю, дамы, вы меня понимаете. Ваши мысли о мужчине, король мечей. Мужчину вы видите, конечно, в своих мыслях сильным мужчиной, зрелым, умным, волевым, где-то даже и, знаете, таким, хочется сказать, грубым, но нет, тут, скорее всего, знаете, такая сила воли и стержень внутри. Мужчина, который, как бы ни было сложно, как бы ни было больно, всегда будет принимать решения и нести ответственность за эти решения. Мужчина сильный, мужчина при положении, мужчина такой вот с характером. Умный, грамотный, острый ум, начитанный, в общем-то, и интеллектуал. Ваши чувства к этому мужчине, умеренность. Вот вы знаете, здесь не могу сказать, что здесь прям любовь до гроба. Нет, тут, скорее всего, такие уже устоявшиеся, уверенные, да, чувства. Понимаете, что от него ждать и что вы можете получить от него. И тут, скорее всего, знаете, такое некое ощущение застоя, когда вы понимаете, что вот нужно... в чувствах понимаете, что нужно вот то, что сейчас происходит между вами, нужно это принять и как-то вот переработать, переварить. Не могу сказать, что застой, но вот такое тяжелое положение, тяжеловесное положение. И, конечно, тут некий синтез внутренний, и вам нужно время, чтобы вот то, что происходит, опять же, да, то, что происходит, вам
переработать внутри. Вот тут вы, дорогие мои денежки, все про ваш внутренний мир, все про ваши внутренние ощущения, ваши эмоции и ваши чувства, увы, на эти 2 недельки. И ваши действия, которые вы будете предпринимать к этому мужчине. Рыцарь жезлов. Но вот здесь, например, если он далеко, да, и вот тут вот в чувство, в сигнификатор может так и проиграться, что мужчина вынужден был куда-то уехать, и вы без него просто чувствуете тоску и одиночество. Вот если это так, то вы можете к нему поехать, либо вернуться к нему. Если же никакого отъезда не было, никакого расстояния физического между вами нет, то вот здесь, скорее всего, вы просто будете пытаться всеми силами и эмоционально, и физически, и морально, и духовно как-то перебороть, переварить, да, вот эту тяжесть внутреннюю. Будете показывать ему свое расположение и желание все-таки идти на контакт. Здесь, в принципе, показана богиня, которая приносила удачу, которая приносила хорошие новости, хорошие вести, такие вот благие. И я думаю, что вы будете просто направлены на вашего мужчину довольно-таки благосклонно. Вот несмотря на то, что у вас внутри такая грусть, тоска, но вы будете понимать, что вот если транслировать ему все ваше негодование, одиночество и грусть, да, и как-то отвернуться и закрыться, то результат это не принесет. Вот будет такое некое застойное, тяжелое положение. Но если же вы примете, да, по умеренности то, что происходит, сможете работать, перенаправить эту энергию, которая у вас внутри, в какое-то благое русло, то, в принципе, можете и все наладить, знаете, вот как-то перепрыгнуть, переварить тот тяжелый период, который происходит. Также, мои дорогие, не забывайте, что у нас было затмение буквально вчера, да, сегодня ночью. И после затмения все равно период, некоторое время будет довольно-таки тяжелый. На некоторых будет затмение все равно отпечатываться, сказываться еще долгое время. Особенно на водных знаках зодиака, да, вот у нас тут кубки и выпали. Поэтому, мои дорогие, не надо впадать в некие такие депрессивные состояния. Все наладится, все пройдет, просто нужно время. Вот оно вам и выпало. Далее смотрим сигнификатор вашего мужчины. 10 кубков. Ну, мужчина довольно-таки, в принципе, внутренне спокоен собой. В принципе, отношения с вами он видит довольно-таки гармоничными, семейными, такими вот уютными. И сам мужчина внутренне, по крайней мере, будет ощущать этот уют, тепло и покой. Вот странно, да? У вас грусть, тоска, у него внутренний такой покой, стабильность, потому что у нас тут богиня 10 кубков, богиня Веста, это богиня домашнего очага и уюта. Богиня семьи, когда внутри семьи все прекрасно, все спокойно, все гармонично, благостно, прекрасно. Поэтому и у мужчины по отношению к вам, и его сигнификатор, да, довольно-таки такой положительный у нас выпадает. А также для некоторых может поиграться, что 10 кубков, да, все-таки это десятка. Это такое некое окончание. Возможно, мужчина просто сделал для себя вывод, что некий период в ваших отношениях, как и у вас, он закончился, и нужно начинать новый, другой, совсем неизвестный ему, да, период, некая такая новая ступень, и, возможно, это его может как-то пугать, но в мыслях он, да, мысли о вас у него. Аркан выпал старший иерофант, жрец. То есть вас он видит как своего партнера. Если вы официально женаты, да, он видит вас как супругу, смотрит на вас через призму брака официального, через штамп в паспорте, также видит вас довольно-таки умную, грамотную, мудрую, такую девушку с опытом, умудренную опытом, девушку сильную, энергетически заряженную, такую вот наполненную даму. Чувства к вам, 7 мечей на этот период. Да, вас он видит также, смотрите, в чувствах у него
желания, он понимает, что вы прекрасны, что вы чудесны, что вы притягательны, и вокруг вас могут быть и другие мужчины, не только он. Вокруг вас они и бьются, может быть, уделяют вам какое-то внимание. Да, как говорится, вот в штабелях, штабеля эта карта всегда показывает, по крайней мере в этой колоде мне, когда вокруг дамы много мужчин, она это понимает, она уверена в себе, она красива, она позволяет и принимает ухаживание. И понимает, что многие мужчины готовы на многое ради нее. Вот такая вот, знаете, сердцеедкая искусительница. И в чувствах он это видит, он это замечает, и сам падает ниц. Знаете, когда мужчина готов на многое ради дамы, ради своей дамы сердца. И здесь то же самое. Но тут, конечно же, есть некая хитрость и коварство. Все-таки это семерка мечей, да? Некая недосказанность, некая недоговоренность в отношениях. Вот тут он может что-то скрывать, недоговаривать, утаивать. Но я не могу сказать, что это прям что-то, не знаю, роковое или очень тяжелое. Нет, ну, у каждого бывают, да, моменты в жизни, о которых не хочется говорить, о которых хочется молчать и о которых не всем нужно знать. Его действия, четверка мечей. Вот в действиях, смотрите, никаких действий я с его стороны не вижу. Может быть, и поэтому у вас и складывается такое чувство одиночества внутреннего, да, потому что мужчина не будет прилагать никаких усилий и никаких действий по отношению к вам. Вот четверка мечей. Он будет ждать у моря погоды, возможно, ждать больше действий от вас, чтобы вы как-то проявлялись и больше проявляли внимание в его сторону, чем вы заниматься и будете, судя по всему, а он будет ваше ухаживание и ваше внимание просто принимать. Ну вот, потому что ему сейчас на данный момент так хочется и зачастую лень что-либо делать. Это первое. Второе, что тут может быть, что если между вами произошла ссора, скандал, да, вот эта карта нам намекает. И рыцарь жезлов тоже, что могло быть расставание, знаете, когда произошел какой-то конфликт, и люди как бы разбежались по своим комнатам. И вот здесь он также будет ожидать от вас первых каких-то действий и каких-то, может быть, извинений или первого шага от вас будет ждать. И результат всего этого расклада по ваших отношениях, да, к чему они идут. Четверка кубков, туз кубков и шут. Ну, опять же, не могу сказать, что кто-то из вас, не видно по картам, кто из вас сделает первый шаг навстречу, но каждый будет этот шаг от другого ждать и, скорее всего, дождется, судя по всему. Потому что, смотрите, у нас далее после четверки кубков идет туз кубков и шут. То есть тут новое начало, новый этап в отношениях, новое начало. И отношения будут довольно такие вот эмоциональные, легкие, судя по всему. И вы оба, грубо говоря, да, не боявшись, безбоязненно начнете этот самый новый этап, о котором я говорю на протяжении всего расклада. Все равно оба, как бы то ни было, как бы не складывались у вас отношения, да, по вашим раскладам видно, что просто есть такое некое недопонимание у вас, у обоих, потому что один ждет от другого каких-то действий, но ни один, ни второй пока эти действия не делает. Но, судя по всему, ближе к концу периода, да, все равно сближение оно произойдет, и отношения более или менее наладятся. Вот такой у нас был вариант номер 1, дорогие. Пусть сбываются только прогнозы положительные. Будьте счастливы, будьте любимы, будьте здоровы, самое главное. Берегите и любите себя, балуйте себя. Пусть ваша жизнь будет наполнена только прекрасными, красивыми, чудесными, какими-то волшебными моментами. Всего вам самого хорошего. С вами была Астарта Сантье.
с вами прощаюсь. Как обычно, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И перехожу к варианту номер 2. Итак, двоечки трактуем для вас и сигнификатор дамы. Карта шут. Смотрите, во-первых, дорогие мои, хочу сказать, что этот расклад, видимо, очень такой важный в данный период, в данных сложившихся отношениях, потому что, смотрите, два сигнификатора у нас мужчины и женщины, и у обоих, наоборот, женщины и мужчины, и у обоих это старшие арканы выпали. Итак, давайте начнем с дамы, да, сигнификатор шут. Ну, в принципе, такое легкое настроение, воздушное. Хочется сказать, что, знаете, такое вот несерьезное, то есть дама не будет сильно задумываться, сильно углубляться в отношения, вот в философию, знаете, вот и почему, да как, а зачем, а стоит, а не стоит. В общем-то, в этот период такие легкие отношения, легкое отношение вообще к обстановке, да, к самим отношениям. И такое вот рисковое. То есть сильно вы задумываться не будете, а что бы ни предложил мужчина, что бы ни сказал, вы не задумываясь согласитесь. То есть где-то даже это может быть и риск. А ваши мысли о мужчине, опять же, старший аркан у нас правосудие. А вот здесь, смотрите, да, как бы вы легко не относились к этим отношениям, да, как бы вы легко их не ставили, в любом случае вы все равно, судя по всему, в мыслях вы будете этого мужчину анализировать, думать об этом мужчине, как бы взвешивать все его поступки, достоин он, недостоин он вашего внимания, вашей благосклонности. А стоит ли принимать, а не стоит ли принимать. Вот тут такое взвешивание, анализ, очень такой серьезный анализ, глубинный с вашей стороны. Но, скорее всего, тут, знаете, такой вот больше прагматичность у вас будет в мыслях о нем, нежели чувственность. Тут больше вы с точки зрения материальных благ тоже будете его оценивать. Далее чувства. Двойка пентаклей. Опять же, смотрите, при пентакле, да, блага материальные, но в этой колоде двойка пентаклей, тут у нас богини, которые выпали, нам говорят о том, что в любом случае вы уже к этому мужчине, к вашему партнеру вы прикипели. И пока на данный момент вы понимаете, что вот он вам нужен и важен, вы без него пока никуда. Вы хотите быть с этим мужчиной, а вы хотите продолжать с ним отношения, вы хотите строить с ним отношения. Да, это опять же двойка и карта выбора, да, но в любом случае эти богини в этой колоде нам говорят, что вы к нему привязались. То есть чувство некой такой влюбленности, все равно эти чувства есть. И вы, даже у некоторых может проиграться и так, что вы в омут с головой, но разум все равно вас не покидает, потому что в мыслях у нас выпал аркан правосудия. То есть, да, в чувствах можете в омут с головой, но разум все равно у вас превыше всего. В первую очередь у вас работает голова, а не сердце. Действие пятерка жезлов. Но вот здесь с одной стороны может быть исходить от вас некая агрессия и требовательность по отношению к нему. А с другой стороны, эта карта и эта богиня нам могут говорить о некой внутренней страсти. Когда внутри есть страсть, когда внутри есть желание, когда вот внутри все кипит, бурлит, но с хорошей точки зрения, судя по раскладу в общем и целом, по вашей стороне расклада, вот вы, знаете, вот как этот самый вулкан, как эта богиня, да, Пеле, вы можете быть терпеливой, можете долго терпеть, можете долго ждать, но в один прекрасный момент можете и проявить характер, можете и так сказать, так рубануть, что его мало не покажется.
И вот тут может быть, что если вы долго что-то терпели, чего-то ждали, и вот как раз таки в этот загаданный период ваше терпение, оно может лопнуть. Либо здесь опять же карта нам говорит о страсти и о желании каких-то близких, более интимных отношений с вашим мужчиной, загаданным в этом варианте. А далее сигнификатор мужчины, аркан влюбленные. Но опять же, здесь, конечно, классическая тема выбора, она может идти. Мужчина думает и выбирает, как ему поступить, что ему сделать дальше. Но все-таки это Афродита, да, Венера, богиня любви. И тут, скорее всего, мужчина просто влюблен, да, и судя вообще по его стороне, по его раскладу, видно, что мужчина влюблен, и мужчина погружен в вас. Мужчина прям сейчас и прям в тот период, на который мы смотрим, будет погружен в отношения с вами. И будет у него, конечно, желание быть с вами ближе, быть с вами в постоянном контакте, быть вам партнером. Вот хочется ему любви, ласки и внимания. Мысли о вас, король жезлов. Но у вас он видит, конечно же, сильную личность. Личность с характером, личность мудрую, личность такую стойкую, с расстановочкой, с толком. Личность, вот знаете, такая тихая, но очень стойкая, очень сильная. Очень такая вот, много не говорит, но может в один момент сказать, как отрезать, может принимать решения и потом, опять же, да, нести ответственность за эти решения. То есть вы такая личность очень сильная, очень мудрая, с багажом знаний, с хорошей, сильной интуицией. И такой вот огненный, волевой характер. Чувство к вам. Туз жезлов, ну, тут, конечно, желание интима, тут вообще все горит огнем, страсть. Ну и в то же время, знаете, это когда тот период в чувствах у него, когда женщина окрыляет, женщина вдохновляет, женщина дает такой шквал энергии, женщина так наполняет, и вот эти чувства, которые вызывает внутри мужчины, да, это самая дама, то есть вы, мои дорогие дочки, она вот мужчину как будто вот по тузу, она, это у нас богиня Баст, она как будто, как вам объяснить, когда мужчина наполнен энергией, энергетикой, когда она уже бьет через край. А бьет она через край, потому что он одухотворен, потому что он воодушевлен вами. Вот здесь вот, ну и, конечно, опять же, интим, страсть, о которой я уже и сказала. Действие императрица, опять старший аркан, то есть он вас видит прекрасной, он вас видит сексуальной, как на этой карте. Это, кстати, у нас карта богиня Астарта. Это красота, это магнетизм, это наполненность, это терпение, это гибкость, это некая такая ловкость. То есть вот он вас видит своей второй половинкой, по крайней мере сейчас, по крайней мере на тот период. Вас видит даму, с которой он хотел бы проводить время. По этой карте это все-таки мать-жена, да, это все-таки старший аркан, то есть вы для него важны, вы будете ему нужны, он будет в вас нуждаться и показывать вам, что он всеми своими фибрами души хочет, чтобы вы были рядом, и будет делать все, чтобы это так и было. Опять же, это старший аркан у нас, да. Вообще вот много старших арканов, аж 4 во всем раскладе, то есть такой сильный расклад. Далее, и к чему все это приведет, результат, да, куда идут ваши отношения, туз мечей, двойка кубков, восьмерка мечей. Такое ощущение, да,
что, во-первых, эти отношения изменят жизнь обоих партнеров, что-то заставит поменять, не знаю, может быть, уклад жизни, или эти отношения внесут какие-то коррективы в ваши планы. Но далее смотрите, двойка кубков и восьмерка мечей. Вот тут, во-первых, это может испугать обоих, что такие сильные чувства, такая сильная привязанность. Видимо, ни он, ни она не ожидали такого результата. Это может быть, во-первых, испугать. Во-вторых, тут может просто банально проиграться, что у кого-то неожиданно для него придется куда-то уехать. Придется куда-то уехать, и тут расставание, увы, к концу периода может быть. Я не могу сказать, что это прям на всю жизнь, нет, но это может быть, кстати говоря, это все-таки Персефона, это может быть длительный срок. Вот Персефона уходила же на полгода, да, от мужа или от матери к одному или ко второму, да. Я думаю, что миф все знают, все мы люди грамотные, поэтому здесь может быть и расстояние. И двоечка кубков тут тоже. Богиня всегда была в поисках мужа. У них обоих была любовь, но так сложились обстоятельства, что ей приходилось его постоянно искать. И вот тут все эти как-то карты так вместе выпадают, что можно сказать о расстоянии, о расставании. Но все равно потом, в конце концов, партнеры друг друга находят. И тут любовь, тут чувство, тут привязанность. Так что, дорогие мои двоечки, тут у вас, в принципе, неплохой расклад. Особенно мужчина, он влюблен абсолютно. Мужчина в чувствах и в действиях, и в желаниях. Желание быть рядом с вами. С чем я вас, двоечки, поздравляю. Желаю вам всего самого-самого хорошего. Будьте здоровы, будьте любимы, будьте желанны. Берегите себя, любите себя, балуйте себя. Пусть все ваши планы, мысли, желания, мечты реализовываются, исполняются. Пусть ваша жизнь будет прекрасной. С вами была Астарта Сантия. Пожалуйста, как обычно, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, давайте мне свою обратную связь обязательно в комментариях. Это очень интересно мне, во-первых, и во-вторых, тоже дает мне понять, что мои видео и вообще мой канал вам чем-то помогают и вас чем-то поддерживают, для чего мы и я, по крайней мере, и вообще все тарологи и снимаем свои видео, чтобы быть полезными и нужными вам в первую очередь. Ну что, теперь всем пока, переходим к тройкам. Ну что, третий вариант трактуем для вас. И сразу хочу сказать, что много старших арканов в раскладе. И это говорит о том, что это очень важный период в отношениях. Итак, дамы, сигнификатор ваш, аркан Шут. Вот здесь вы нацелены, знаете, на новое начало, на новое видение, на новую жизнь, на какой-то новый виток, на новый этап в отношениях. Неважно, какого рода это этап, но вы нацелены на что-то новое. То есть выбрали некий новый путь для себя внутри. Мысли, восьмерка кубков. Давайте так. Ваш вариант будем трактовать параллельно с мужчиной. Давайте, вот я трактовала ваш, рассказала вам ваш сигнификатор. Сейчас расскажу о сигнификаторе мужчине. Тут выпала карта Луна. Мужчина сейчас в непонятном подвешенном состоянии внутри. Он не понимает, куда ему двигаться дальше, что ему делать, куда идти. Вот состояние туманности и состояние такое вот подвешенное. И ощущение, что безвыходное. Вот у вас вы нацелены на что-то новое, а мужчина, наоборот, сейчас в некой такой стагнации и туманности, непонимания, что же ему делать дальше. Далее, смотрите, мысли ваши. Такое ощущение и у вас, и у него, что тут произошло расставание. Либо произойдет расставание, либо вы уже в этот период, да, на который мы смотрим, вы будете на стадии расставания. Такая тяжелая стадия. И у него мысли, и у вас мысли тяжелые. И вы, и он в мыслях друг с другом расстаетесь. И вы, и он в мыслях расстаетесь вот с тем этапом отношений, либо с тем форматом отношений, который был между вами
Да и вообще такое ощущение по всему раскладу, что здесь однозначно расставание. Здесь расставание нелегкое. Ну, оно никогда и не бывает легким. Но смотрите, как... Давайте, ладно, дальше посмотрим, потом я вам объясню. Итак, чувство ваше, 8 жезлов, чувство мужчины, туз мечей. Вот у вас такое ощущение, что вы, знаете, вот это, во-первых, могло быть расставание довольно-таки резкое, и у вас в чувствах некое такое довольство и понимание того, что тяжелый этап прошел в вашей жизни, что сейчас настал период, когда вы можете как-то абстрагироваться, когда вы можете как-то отвлечься, заняться своими личными делами. Для кого-то это может быть просто, знаете, лежать в уютной, теплой квартире, смотреть прекрасные любимые фильмы и ничего не делать. Вот тут вот чувство такое, знаете, довольство и ощущение, что вы так давно этого ждали, так давно этого хотели, и наконец-то вы это получили. Чувство мужчины, туз мечей. Ну, во-первых, мужчина в чувствах есть такая некая озлобленность, знаете, такая агрессия, негатив внутренний. Все-таки это у нас мечи. И в то же время мужчина понимает, что как было раньше, как он жил раньше, какой жизнью он жил раньше, он так уже жить не будет. В чувствах понимания, осознания того, что перемена в жизни, она пришла, она. Вот была жизнь до и будет жизнь после. Все, третьего не дано. И он это понимает. У него ощущение и тяжелее, чем у вас. У вас довольство и легкость, наконец-таки произошло то, что произошло, а у него агрессия, нервозность и понимание, что было, уже не воротишь. Итак, ваши действия по отношению друг к другу. И опять же, у обоих старший аркан. У вас повешенный, у мужчины карта мир. У вас карта более тяжелая. У вас вы будете ему показывать и декларировать, что да, это жертва, да, ее нужно принять и нужно пережить и переварить. По-другому, никак. Это первое. Второе, скорее всего, вы сильно на контакт с мужчиной и не будете выходить. Все равно вы будете заниматься больше собой, своими делами. Желания у вас активного какого-то не будет как-то с ним общаться. Тут, скорее всего, уйдете вы в себя. Но вот не то, чтобы прям в себя куда-то вглубь, да, в анализ своей жизни. Нет, тут, скорее всего, просто вы не захотите контактировать с мужчиной, с партнером. Тут желание как-то оградиться, отделиться и... А вот у вас понимание, что да, вот эта ссора, этот конфликт, это расставание, которое произойдет, оно к лучшему. Оно к лучшему, и после этого настанет другой момент, переломный момент в жизни, что даст вам перемены и изменения. Это жертва, которая даст потом свои плоды, но плоды будут позитивные, хорошие. Действия мужчины. Карта мир. Вот мужчина тоже. Особо я не вижу каких-либо активных действий от него. То, что может быть у него. Во-первых, он будет вам показывать, что у него все хорошо, у него все мирно, гармонично, спокойно, он доволен с тем, что собой, доволен той ситуацией, которая происходит. В принципе, он доволен всем. Такая декларация будет. Но смотрите, да, видим его карту. На самом деле это, конечно, внутри будет совсем не так. Но в действиях он будет вам показывать свое удовольствие, свое спокойствие и гармонию типа. Это с одной стороны. С другой стороны, мужчина может просто-напросто куда-то уехать на далекое расстояние. Может быть, это будет командировка, а может быть, он поедет, захочет просто сменить обстановку и куда-то может просто укатить. Итак, результат, да, к чему все это приведет? Отшельник, император и тройка кубков. Вот смотрите, опять 2 старших аркана из 3. То есть это очень важный период в вашей жизни. Вот здесь такое ощущение, что будет поиск. Поиск и некая стагнация такая вот и у вас, и у него.
Но оба партнера будут нацелены на то, что все, что не делается, все к лучшему, и этот поиск будет и внутренний. Оба будут в неком таком поиске, как же жить дальше, куда двигаться дальше. И в то же время будут ощущать, что вот у нас император, да, все-таки это такой стойкий, сильный человек. И у нас тут на ваши отношения выпала эта карта. То есть вы оба будете занимать позиции такие лидерские, то есть оба захотите двигаться дальше. Жизнь на этом не останавливается, и нужно продолжать развиваться, расти и двигаться. Такое ощущение, что будете в поисках новых отношений и новой любви. Вот такой вот у нас был вариант номер 3. Будьте счастливы, будьте любимы, будьте здоровы, и пусть ваша жизнь будет наполнена любовью, чистой, гармоничной, истинной любовью, да, истинными отношениями, истинным партнером, который вам будет нужен, важен, который будет вас ценить, уважать, любить, баловать. С вами была Астарта Сантия. Всего вам самого хорошего. Благодарю, что были со мной, что смотрели мои видео, что вам интересен мой канал. И как обычно, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, давайте свою обратную связь. Мне это интересно, мне это важно. И мне это тоже как бы ответочка от вас, что моя работа вам полезна и нужна. Всем пока, до встречи в других моих видео.